Стихи, песни и теплые пожелания от школьников адресованы наставникам. Слова благодарности учителям в Назрановском ДК звучат от группы Сагапшинской школы, но говорят они за всех учеников республики. 5 октября – это праздник всех педагогов. Учителя моря и океаны не бороздят, но воспитывают тех, кто сможет это сделать. Они играют неоценимую роль в жизни каждого человека. В зале Дома культуры Назрани собрались преподаватели и педагоги школ и СУЗов республики. Сегодня они виновники торжества. Все внимание на них. Учитель – это больше, чем профессия. То, что сегодня вы делаете, вы не просто учите, вы еще воспитываете детей своим примером, своими поступками. Я хотел бы, чтобы в вашей жизни вы получали обратно вот то тепло своих учеников и гордость за них, что они в жизни состоялись. Вы для этого их учите. Они ведь для этого приходят в школу. Каждый из них надеется, что после окончания он обязательно выберет правильный путь, правильную дорогу. Глава региона добавил, что власти сделают все, чтобы создать достойные условия работы педагогов. Только за 2021 год в Ингушетии открыли или ждут своего открытия 18 школ и 9 детских садов, а до 2024 планируется построить еще 20 общеобразовательных учреждений. Сегодня все делается для того, чтобы вашу жизнь, работу облегчить, создать вам условия. Мы до 2021 года, уже 4 у нас открыто, 720, да? И вот я цифры взял с собой. Мы 18 школ в этом году и 9 по программе «Демография» дошкольных еще на 1980 мест. То есть 18 школ 2021 год и 9 детских садов. Вот это все-таки и последующих у нас еще в целях 22-24 год 20 общеобразовательных учреждений на 12 620 мест. Мы это будем строить, мы будем заменять те старые школы по возможности. В 2024 году 100 лет нашей государственности, нам это подтвердила Академия наук Российской Федерации, у нас заключение есть, и уже распоряжение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, что мы будем праздновать столетие нашей государственности. Библиотеку мы будем строить, у нас уже определена земля, и у нас есть республиканская библиотека. Кроме того, там будет филармония, там будет русский театр. Вот 3 объекта до 2024 года мы построим. Мы сделаем, чтобы они там дали Мы будем делать и улучшать условия для каждого учителя, для каждого. Поэтому в этой жизни каждый ученик ваш, каждый класс, он будет помнить. И сегодня я могу сказать только вам, потому что шейц эдолыш, шей дизель булыш, еще нагрузка, еще проверять, еще на работе. В любом случае, я искренне уважаю вас, люблю вас и понимаю профессию учителя, понимаю профессию классного руководителя. Я всегда поддерживаю и буду поддерживать учителей. И еще раз благодарен вам за то, что вы сегодня такое несете бремя. Вы воспитываете человека, наполняете разум и души детей. Баракаллаху.
Далее перешли от слов к действиям. Глава региона вручил учителям благодарности и букеты цветов. Среди получателей и педагог-ветеран Малика Горданова. 55 лет назад она связала свою жизнь со школой. Работала преподавателем истории, 30 лет была директором разных школ, а последние 10 – хранительница музея Плиевской школы. Как я работала, в чем призвание учителя, можно судить по тому, как сейчас ко мне подходят мои бывшие ученики, им уже за 60, они с седыми бородами. И когда они говорят, что они помнят мои уроки, которые более полувека назад были, то я понимаю, что признание учителя в том, чтобы оставлять частицу себя, свое сердце, свою душу в тех детях, которые доверились нам. И сегодня мне хочется поздравить всех коллег с праздником, поздравить всю нашу республику. Их работа трудна и ответственна, требует не просто поделиться знаниями, заложить интерес к учебе, но и проявить особые душевные качества. Труд учителя, как и врачей, считается одним из самых благородных. Для меня слово «учитель» означает очень много, ведь вместе с учителями мы по ступенькам знаний шагаем в взрослую жизнь. С самого детства они учат нас вести себя в обществе, мы с ними познаем что-то новое, познаем окружающий мир. И я хочу поздравить всех учителей с самым красивым, самым красочным праздником, ведь это их праздник, они должны радоваться этому дню. День учителя отмечается в нашей стране на протяжении десятков лет. Он не является выходным, но педагоги к этому уже привыкли. Букеты цветов и теплые слова поздравлений в адрес учителей стало доброй традицией. Но для педагогов всегда главное – видеть успех своих подопечных. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.